С самого утра в холле приемной комиссии Ингушского государственного университета желающие подать документы в ВУЗ. Сегодня ИНГУ абитуриентам предлагает на выбор 46 специальностей. Позади школа, экзамены сданы и баллы подсчитаны. Все вчерашние выпускники в статусе абитуриентов подают документы на выбранный факультет. Кому-то помогли определиться с профессией родители, другие идут по зову сердца. Лейла Цурова с детства хотела поступить на медицинский. Девушка планирует принять участие в целевом отборе. Я с мамой заранее заключила целевой договор и надеюсь, я пройду конкурс и поступлю в медицинский университет на лечебное дело. Баллов тебе достаточно? Да, достаточно баллов и надеюсь, я смогу. Достаточно быстро. Мне за пару дней буквально сделали и целевой договор, и сейчас все документы я заполнила, и справки, и остальные документы тоже. Поступающие разделены на две группы. Одни идут в университет после 11 класса, другие после 9 в колледж. Халид Буров в длинном списке предлагаемых специальностей не растерялся, выбрал самую востребованную. Поступать будет на информационный факультет. IT-технологии близки и ему, и родителям. В колледже при университете есть такое направление. Немного разбираюсь в этом, поэтому я считаю, что это самая лучшая профессия в данное время. Документы приняли очень быстро, и очень надеюсь, что меня примут в колледж, потому что очень много людей хотят на эту профессию, потому что она востребована. Выбрали именно Ингушский государственный университет, от университета колледж, потому что у себя дома, во-первых. То, что колледж при университете, это, во-первых, удобно, отбор большой, но так как у него аттестат, в принципе, там 4,95 баллов. Надеемся, да, и это учитывается. Надеемся, что пройдем. Направлений много. Тем не менее, самым востребованным остается медицинский и юридический. Традиционно на лечебное дело идет каждый третий абитуриент, а юриспруденцию выбирает каждый четвертый. В этом году к действующим факультетам ИНГУ добавились два новых направления. Это туризм, менеджмент, изучение турецкого языка. В приемной комиссии долго не задерживают, если у абитуриентов при себе все необходимые документы. После окончания школы с ЕГЭ у нас должны быть результаты ЕГЭ, посредственно нужен им документы, паспорт, СНИЛС, аттестация, ксерокопия этих документов, 4 фотки 3×4 и справка 086, это на специальность лечебное дело, педагогические и агроинженерия. Каждый год распоряжением правительства Ингушетии устанавливается квота на целевой набор абитуриентов. Целевое место – это своеобразная просьба организации, адресованная вузу. В запросе университет просит выделить места на обучение конкретных студентов определенной специальности. Чтобы заключить договор на целевое место, абитуриенту необходимо обратиться в организацию. Вуз предоставляет только знания. Если они хотят в налоговой работать, идут в налоговую организацию, да, и говорят: я хочу у вас работать, у вас есть вакансии, договаривается с руководством этой организации. Если им нужны, скажем так, специалисты через 3-4 года, но люди же готовят организацию, вот они заключают с ним договор. Договор заключается между заказчиком, работодателем и гражданином, который будет учиться у нас, где они хотят работать, или где они могут, с кем могут заключить договор, и приносят нам договор целевого обучения, и все. Мы включаем в конкурсные списки по целевому, целевые конкурсные списки, и все. Особым положением пользуются участники специальной военной операции и их дети, согласно принятому федеральному закону. Дети-участники специальной военной операции, дети военнослужащие, которые были органам государственной власти направлены за пределы страны для выполнения боевых задач. Это Афганистан, Сирия, может раньше другие государства. Вот. Они имеют право на отдельную квоту. Также сами участники специальной военной операции на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской области. Для них отдельно по федеральному закону выделяется 10% от общего количества бюджетных мест. Они имеют право идти по этой квоте и плюс имеют право сдавать здесь внутренние вступительные экзамены. Прием документов продлится до 25 июля включительно. Для контрактников, которые поступают на коммерческой основе, возможность подать документы продлили до августа. Рина Цычоева, Джамалил Султыгов, Новости 24.